Информационная программа «Вести Кудымкар Велиштианкат», студия Ирина Батуева. Бур Рыт, Джен Таталония Кемая Зилыш. Заря будущего нема сельхозпредприятия лонощи свель ферма. Межрегиональный вежалун волнвелат сокращитны дыра. Ленинскан черекые щезермачиса медгырищ ширкаемын. Юсва посадын оштиса вель ферма. Гажа Арчалун юшва посадын пондачис торжественное мероприятие ещань. Оштаны куканис пондавиль комплекс. Мог виль ферма анарк миссеккар куканис эспондатуйно вижны важ местен. Сичкаш постройка воли каджут дава. Председатель кывещерты это учится колыскерны важени, но будь хоть причинная зувья шог мистолько они. Этот двор предназначен для маленьких телят. Мы соберем сюда всех телят, которых от высокоудойных коров. И он предназначен у нас на 200 голов. Было у нас тут очень сыро в этом помещении. Сейчас вы, как сами видите, стало очень сухо в помещении, никакой сырости нету. А что самое главное, это для телят, чтобы было в помещении сухо, чтобы они не кашляли, не болели. И вот по новой технологии все идет уже беспривязно. Потому что все, где я не был в других колхозах, совхозах, везде уже беспривязное содержание. Надо стремиться все равно к лучшему, и чтобы были большие надои молока у нас. Чожа комплекс тыртаса подан, уджис пондас чулачины механизированная. Уджалище зладозирай чеман кокнетас уч трактор. Сия пондас ваявна да щетавна шоян, джимлявна пода борщань. Реконструируйтам комплекс лоас немет барья уч, когда мода керны председатель. Новый комплекс телятника позволит нам снизить заболеваемость телят, повысить привесу. А раз мы занимаемся племенным делом, мы заинтересованы, чтобы телята у нас рождались в более лучших условиях. И это будет наш общий успех в нашем хозяйстве. Анякада подаводитам, что буржа казурам быдас Россия пашта. Сиян быт хозяйство старайче буршетна ашис условия спода виджем понда. Виль ферма оштам была локтиса унаотир. Нуколасын валыса мати щельской хозяйстве здесь юралищец, ниякасиса кокни добычам очлан шаудж. Будыс виджет из да ошки с лощетом комплекс. Сегодня мы собрались тут в хозяйстве Заря будущего Юсинского района. И вот это, наверное, такие вот мероприятия, они нужны всем. Не только вот этому предприятию, то, что у них такой появился хороший объект, это подарок для животноводов сегодня. Это новые рабочие места, скажем, комфортные условия содержания скота, ну и в первую очередь и для работников, кто здесь работает. А планов у нас всегда много, потому что мы видим все-таки вот животноводство, это сегодня уже пришло в приоритеты нашей отрасли сельского хозяйства. Территория, как бы и северная, скажем, сегодня. Зерно сегодня мы только выращивать можем по себестоимости только для фуражных целей, корм скоту. И животноводство будет всегда в приоритете. Это основная отрасль, которая дает рабочие места круглый год. И сегодня, где основные финансовые потоки идут с этой отрасли, конечно. Аникаджуте подала абу полатана. Турунда мадик шоян заптам быт куканьок понда. Фермалан уджалыще злакольча бычама бюджетланы нышерын. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Пермский краевое хозяйство исполняло на джемлявный шуез. Эта неделя вылом Кудымкарский район тыртасплан 100% было. Основные производители сельскохозяйственной продукции района – это кооперативы «Россия» и «Кирова». 18 сентября отчитались о завершении уборочных работ. При средней урожайности 16,9 центнеров с гектара валовый оборот составил 12,5 тысяч тонн. Это почти на уровне прошлого года. Прошлый год 13 тысяч тонн. Лучшие показатели по урожайности крестьянско-фермерское хозяйство Гусельниковой Аллы Ивановны 24 центнера с гектара и кооператив «Россия» 22 центнера с гектара. Продолжают уборку еще крестьянско-фермерские хозяйства на общей площади менее 0,5% от плана. Поэтому можно считать, что уборочная кампания в районе завершена.
Специалисты хозяйств благодарят администрацию района за своевременно оказанную финансовую помощь. Урожай хороший, почти на уровне прошлого рекордного года. Неплохо, это неплохо. Компермятский этнокультурный центр чулалось льняное разноцветие нима межрегиональный жалун, когда был он велет сокращительный дыра. Но когда зажимаете, немножечко как бы покусываем. Смотрите. Это не проба салфетки на вкус, а самое настоящее окрашивание ткани. У коми-пермяков издревле такой способ называется оттиск зубами. Лист березы аккуратно заворачивают в полотно и после покусывают. В итоге получается узор. На велосипеде прокатились, упали, у вас на коленке образовался какой-то рисунок, и трава очень долго не стирается. Но думаю, что 5-6 стирок всякого держит. В этнокультурном центре Кудымкара сегодня показывают все виды окраса ткани, которые раньше использовали коми-пермяки. Вот, к примеру, один из самых распространенных и по сей день – набойка. Секрет этого искусства довольно прост. На специальную доску манеро с рельефными узорами наносят краску, а после вдавливают в ткань. Такими элементами украшали сарафаны, юбки, фартуки, скатерти. Думаю, это и детям будет легко, и понравится детям, как и взрослым. Это очень интересно. Сложнее было окрасить одежду целиком. У коми-пермяков для получения таких насыщенных цветов существовало два способа крашения ткани – холодный и горячий. На некоторые способы тратилось по несколько дней, на некоторые по несколько часов. К примеру, вот такой цвет получается после крашения черникой. Этот способ был распространен на севере округа, богатый ягодами. В корыто насыпали слой черники и сверху клали ткань, а после дети ногами выдавливали ягодный сок. Таким образом получали темные цвета, причем со временем, после стирок, яркость красок сохранялась. Раньше, наверное, это было дешево красить, ягод было много. Сейчас, наверное, это дороговато. Литр черники в этом году стоил 200 рублей. Это называется холодный способ крашения, потому что там не требуется кипячения. К примеру, горячий способ – в кипяток закладывали крапиву и одежду, после ставили на огонь. В итоге получались светлые тона. Конечно, в современном мире так ткань уже не красят. И только в глубинке можно встретить мастериц, владеющих подобным ремеслом. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. Бытготча конкурс перед округом велищ Бориса Медбур «Замещающая семья». Как я мысетыш Кудымкарн актиса семья, скотен быттана и опекайтана у началядес округищ «Замещающая семья» участвует в совермащемлан территориальный этапын. Конкурс улалоктиса медактивной, творческой и смеев челядь даймаммез. Вот мои 3 пацана, все 3 хороших парня у меня. Как зовут их? Вот это Артемка, это Данилка, это Василий. Разделения вообще никакого, они вот так вот безболезненно в нашу семью. То есть мы их зацеловываем, вот балуем, то есть, ну, они мои родные. Виштачно асивщины с конкурсанты зармисауна интересная быть семья, а еще раз конкурсная выставка была творческой уджез. Не омычалися, кин мыян увлекайча, кужена мастеритна, и мы дора вермасавелатны мадиккезас. Сегодня у нас приехало 6 семей со всех муниципалитетов округа, кроме Юсевы. Будут соревноваться между собой, будут творческие конкурсы, спортивные конкурсы. Лучшая замещающая семьянима конкурсан этапа Париса творческая и спортивная вермащая мез. Будет участник презентует семейное видео и мычалась визитная карточка. Этласа панташемки же челяди аймаммез, лошадиса фотоальбом мез. В этом альбоме мы ездили отдыхать, ходили в походы, жарили шашлыки, делали плов и гуляли по лесу. В конкурсе мы выбрали самые лучшие фотографии. Округн замещающая семья с куим щога гыр челядь квачомымда и быданныса воспитывает на рамщалама мортез. Этчем конкурсы с коста неаеша буржика юртащина соцзащита щита аймаммезла бур возможность то речина этамыткат опытан. Изорот на челядин вельку жеммез да быттын ныш бур мортезас. Ирина Патуева, Денис Дульцев, Вести, Кудымкар. Кудымкарский районыш Ленинск посадын чулалиса щука кыем шерти соревнования. Шотчищан луна ленинский шпрут гагырын акшиса зеву на черикы исчез. Не алоктиса соревнуйчины шир кыем кужа. Мега щука нима вермашем местатан чулалиса нёлетиш. Годиш год не организует ленинский медактивный чериалиш. 4 года назад, после
рыбалки на щуку. Мы жарили щуку и с друзьями решили, что нам чего-то не хватает. Хотелось бы еще какого-то адреналинчика, удовольствия. И придумали вот такие соревнования. И буквально вечером эта идея была проговорена. Тут же нашелся спонсор, который в нашей же компании, который сказал, что поддержит. Через 10 дней были первые соревнования, на которых участвовало тогда, по-моему, 39 вроде бы человек. Количество участников с каждым годом увеличивается примерно на 10 человек. Таво кыйны щука ленинска локтиса квать да сквать черикыиш. Унаез не победа могиш, а шотчищем понда. Друзья, ребята, как бы знакомые, что-то собрались со всеми и как бы приехали, и вот пытаемся поймать мега-щуку. Я думаю, все в наших руках, потому что снастями хорошими, крутыми пользуемся. Все собирался, никак не получалось. Тут нынче с ребенком решили выбраться просто не ради победы, а ради участия. Всем пообщаться. Ни хвоста, ни чешуи. Поесть ухи, да, ни хвоста, ни чешуи. Шир кыем кужавер машем месторетиса как номинация была. Вугыршатин шир кыещез и спиннинг была кыем. Это мог сородейтышез лошадчиса старт кежа. Мы рады в очередной раз приветствовать вас на Ленинском пруду, на рыболовном турнире, ставшем уже традиционным. Мега-щука. Ай да рыжик не для нас. Мега-щука. Это класс. Медбур настроенен и учит касьяман кыйны ленинской прудыш мед гыриш шир. Пондачиса мега-щука нима вермашем мез. Традиция шерти лептиса флаг и шетиса участники злакад суфтны прудвылын барья места извыла. Принимается за счет только щуки. Вот, остальную рыбу хищную здесь можно поймать еще окуня, но окунь в зачет не идет. Понятно, что из хищных рыб щука самая большая. На соревнованиях крупных экземпляров не было, как правило, около килограмма они все. Буквально там победители определяют граммы. То есть 20 грамм на первых соревнованиях было. В прошлый год вообще 8 грамм всего разницы была. Ловля проводится только с берега. И вот две номинации на поплавок. Там может быть либо мертвая рыбка, либо живая, но на поплавок. И другая номинация – это спиннинг, которая заключается в том, что приманка подтаскивается. Искусственная эта приманка будет или естественная, это все равно. Вытаскивать щук человек имеет право только один, без помощи окружающих. И при этом забредать можно только до колена. Вугыршаттез и спиннингез была быданныз ыдрук пондачиса кыйны. Ширкыищез старайчиса быднежа и нелькиру вевдерн сувчис адреналин. Кытан эше кыджне прудвылын радитана увлечение коста мужик палысла лоас мед долыт. Куим чащань шижим часыч не аджирыта соревнуйчиса. Итог 5000. Вугыршать вела мед гырищ шир. Весан 970 грамм. Кыис Николая Станин. Номинациян спиннинг. Килограмм шижим щёка кьямыздас 1 грамм жда щука. Кыис Сергей Чугаев. Победители злакожналиса вид 1000 рубан и вид 1000 рубвала сертификат тезан. Мега-щука помащис ческата. Соревнования с вылын пуиса кыра черева. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. И это вылын мианталом быдас велич панташа маашын рытнас. Быдас бурса аджишлтадж.